Ассаляму алейкум, урметли северчилер, акшам шефлернас хайрлы олсын, милли телеканалының жаңлы эфирінде ачықлав программасы ве студиядамен Левиза Сидбилялова. Ве невбеттіки ярым саат девамында, невбеттіки ачық субетні деп хатыңызға тақдим етмеге біз енді азырмыз. Ве бүгінгі эфирімізні біз Аметхан Султанның хатырасына бағышлаймыз. Студиямыздың мұсафыры есе Қырым тұтар Медени тарихи асабалық музейінің мудзир муавяны Нурия Гемеджи. Нурия ханым, ассаляму алейкум, хош келдіңіз. Рады вас видеть в нашей студии, Нурия ханым. У нас сегодня очень интересная тема эфира. Приближается памятная дата для нашего народа. Это очередная годовщина со дня гибели легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Аметхана Султана. И первое, о чем хотелось бы спросить, это давайте вспомним, какой была жизнь прославленного летчика. Нашему Крыму есть кем гордиться. Это славные дочери и сыновья своего народа, которые внесли неоценимый вклад в историю не только Крыма, но и в историю своего народа, в историю войны. И, конечно же, одним из них является наш дважды герой Аметхан Султан. Это выдающийся авиатор, я считаю, заслуженный летчик-испытатель СССР. Ну а жизнь у него была в Крыму. Родился он в 1920 году в городе Алупки и прославил ее на весь мир. Так же, как и все мальчишки, он очень любил море, горы, небо. Любил смотреть в это небо и смотреть, как парит в нем орел. И, конечно же, у мальчика на тот момент уже зародилась мечта летать в небе. Закончил он семилетку в городе Алупки. Затем приехал в Симферополь, поступил в фабрично-заводское училище. Год работал в железнодорожном депо, и, конечно же, мечта его никогда не покидала. Он пошел учиться в наш Симферопольский аэроклуб, который также успешно закончил. На тот момент даже инструкторы заметили в нем вот эту одаренность, вот эту любовь к небу, к своей будущей профессии. После успешного окончания Симферопольского аэроклуба Аметхан Султан поступил в Качинское летное училище, знаменитое Качинское летное училище, которое тоже с успехом закончил. Потом, после окончания Качинского летного училища, где также отмечали его профессионализм, в характеристиках писали о нем много хороших таких слов, личные качества у него были очень хорошие, стойкий, мужественный. Он попадает в Бобруйск, и уже где-то там под Кишиневом он встречает Великую Отечественную войну, и с первых дней он уже поднимается в небо на защиту своей страны и совершает в небе свои героические подвиги. Так вот, при защите города Ярославля в небе он протаранил вражеский самолет и уже тогда спас большое количество жизней ярославцев и получил за это награду, высокую награду Героя Советского Союза. Ну и, конечно же, было у него очень много боевых вылетов, 603 боевых вылета. В 30 из них он лично сбил вражеские самолеты и 19 в группе. Ну и, конечно же, после очень переживал за Крым и также участвовал при при обороне, при освобождении Крыма от немецких захватчиков. После окончания войны он также вошел в историю не только отечественной авиации и космонавтики, но и мировой. Всем известно, что 1 февраля 1971 года вот жизнь дважды Героя Советского Союза трагически оборвалась. Да, трагически оборвалась. Каким был его последний полет, Нурия ханым? Ну, последний полет его был, конечно, испытательный полет на Ту-16 ЛЛ. Это летная лаборатория с мощным двигателем. Конечно, это оказался роковой вылет его, который оборвал трагически его жизнь. Ну, до сегодняшнего дня, я думаю, страна скорбит и народ скорбит, что мы потеряли такого выдающегося авиатора, чьего мнения, чьих мудрых мыслей и сегодня нам не хватает. Конечно. Нурия ханым, но стоит отметить, что в этом году мы также будем отмечать столетие со дня рождения нашего героя. Да? Но прежде хочу спросить все-таки 1 февраля. Знаем, что традиционно проходят по Крыму памятные мероприятия. Что будет в этом году? В этом году, так же, как и во все годы, мы будем проводить торжественные мероприятия и на площади в Симферополе имени Аметхана Султана, и в Алупке. Я думаю, и в других городах общественность также отметит этот день. И, конечно, все наши мероприятия мы проводим и памятные,
Мероприятие мы проводим при поддержке нашего Министерства культуры Республики Крым. В этот день собираются на площади наша общественность, наши студенты, учащиеся, власти наши городские и военные приезжают. И, конечно же, вспоминают об Амирхане Султане, возлагают торжественно цветы. Ну и в Алупке, конечно же, тоже будет торжественное мероприятие в музее с участием также гостей наших. И потом торжественное возложение у бюста Амирхана Султана. А что можете еще рассказать о гостях вот этих мероприятий? Кто зачастую прилетает? Вот я знаю, что и за пределами Крыма хорошо знают об этой дате, и часто оттуда, с материка, к нам также приезжают на данные мероприятия. Не, ну, конечно, эти мероприятия у нас бывают почетные гости наши, в числе которых известные летчики и космонавты у нас были, военные, военнослужащие и представители авиации. Например, я хочу сказать, что в 2010 году, когда у нас впервые открылась в Алупке в музее «Дважды Героя Амирхана Султана» постоянно действующая экспозиция, в числе множества гостей также была и внучка Амирхана Султана Вероника Амирхан и известный историк Андрей Симонов, которые, ну, тоже приехали, и благодаря Андрею Симонову мы также пополняем наши знания об этом выдающемся летчике. Это было в Алупке, да? Вот, Это кстати было говоря, в Алупке, об да. Алупке. Вот на сегодняшний день расскажите немного о музее имени Амирхана Султана, да? Какие экспозиции там сейчас представлены и о чем они рассказывают? Ну, в Алупке у нас работает постоянно действующая экспозиция, рассказывающая о жизни, боевом пути и послевоенной испытательской деятельности Амирхана Султана. На выставке представлены, конечно, и фотографии, и личные вещи нашего героя. И также во время экскурсии нашим посетителям также предлагают посмотреть документальные фильмы об Амирхане Султане. Также сегодня, например, в музее Амирхана Султана представлена выставка «Качинцы, соратники Амирхана Султана». Это все те выдающиеся тоже летчики, герои Советского Союза, которые внесли неоценимый вклад в дело победы и учились одновременно с Амирханом Султаном. И я хочу сказать, что 2020 год – это год памяти и славы, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И в этом году у нас мы периодически проводим, конечно, и уроки мужества, и лекции, посвященные нашим героям. Но в этом году мы тоже запланировали целый ряд мероприятий, посвященных этой дате, и также столетию Амирхана Султана. Музей, например, планирует в этом году к столетию провести реэкспозицию в музее Амирхана Султана, и также издание памятного альбома, посвященного Амирхану Султану. Ну и в течение года будут проводиться лекции, приуроченные к этим датам, и уроки мужества. Нурия Ханум, вот и, кстати говоря, еще раз о экспозициях. Вот каким образом происходит сам сбор материалов для данных выставок? Сбор материалов для выставок у нас с момента основания музея наши научные сотрудники проводят поисковую и научно-исследовательскую работу. И, конечно же, выезжают, встречаются с нашими соотечественниками, у которых в семейных архивах есть и фотографии уникальные, и какие-то документы, которые они передают. Мы работаем тесно с летчиками нашими, которые тоже передают какие-то материалы для обновления нашей экспозиции. Приезжают гости наши тоже из числа авиаторов, тоже передают какие-то свои памятные подарки, кто-то свои передает для музея Амирхана Султана. Конечно же, музей не топчется на месте, он все время в поиске, все время находит что-то. Вот. Ну и хочу сказать, что благодаря многим нашим соотечественникам мы не только по книгам и по публикациям знаем о нашем герое, но и знаем по воспоминаниям тех людей, которые некогда встречались с Амирханом Султаном и долгое время дружили с ним, тесно общались. Например, я хочу сказать, что
Рибира Аблаев, который, ну, к сожалению, его сегодня нет с нами, он тоже внес, ну, как бы пополнил фонды нашего музея фотографиями, которые передал из своего архива, рассказал о встречах с Амитханом Султаном, рассказал о том, какой это был удивительный человек, который был предан своей родине, своему народу, и рассказал о его качествах человеческих. Удивительно скромный человек был. При всех его выдающихся достижениях он был невероятно скромен. Также вот хочу сказать о Софии Кассе, которая, к сожалению, тоже недавно от нас ушла. Она была семейным врачом Амитхана Султана и хранительницей его семейного архива. Тоже очень много как бы рассказала о нем, передала нам вещи кое-какие для нашей постоянно действующей экспозиции. И очень много интересного рассказывала о жизни Амитхана Султана, о его семье. И о том, и я хочу сказать, что каждый из тех, кто знал Амитхана Султана лично, они все говорят об удивительной скромности этого человека. Удивительно скромный был. Да, вот эти вот два имени, о которых вы сейчас сказали, да, это те люди, с которыми вы лично были знакомы, Мы лично правильно? были знакомы, да, мы лично с ними общались, и лично от них вот слышали рассказы об этом удивительном человеке. Нурия Ханум, мы вот вначале еще сказали, что в этом году у нас столетие со дня рождения героя, да? Да. Вы вкратце рассказали, какие мероприятия, собственно, запланированы на этот год, да? Ну, давайте подробно остановимся. Вот вы говорили о лекциях, да, для школьников, я так понимаю, да? Вот какого характера это будут лекции, что они будут нести? Лекции наши все направлены на воспитание у детей уважения к исторической памяти, на воспитание патриотического отношения, патриотических чувств к своей родине, к своему народу. И, конечно же, наши лекции направлены на то, чтобы на примере вот таких вот выдающихся людей, героев, защитников Отечества, ребята тоже учились, как нужно относиться даже друг к другу, как относиться к памяти, к исторической памяти, ну и патриотическое воспитание. Да, на патриотическое воспитание направлены. У нас лекции наши будут не только об Амитхане Султане, но и о других участниках Великой Отечественной войны, которые внесли неоценимый вклад в дело победы. И, конечно же, то, что год этот наш объявлен годом памяти и славы, лекции наши и уроки мужества также посвящаются этим событиям. У нас будут и выставки, и выездные выставки, передвижные выставки, и выставка в музее будет об этом, и будут другие памятные мероприятия, посвященные и Амитхану Султану, и другим участникам. Лекции будут проводить сами сотрудники музеев, правильно? Да, конечно. То есть выезжать в школы. Да. Ну и сейчас активно стали, как бы, ну и активно приходят к нам учащиеся школ Симферополя, приходят на вот эти тематические беседы, на часы истории, на которых узнают они о подвигах наших героев, о тех суровых днях войны. Конечно же, все это сопровождается показом мультимедийной презентации и фильмов тематических. То есть вы довольно часто общаетесь, да, с подрастающим поколением, да, они приходят в музей, вы посещаете образовательные учреждения. Вот насколько сегодня молодое поколение знает об Амитхане Султане и что они знают в принципе? Ну, в принципе, мы их знакомим и с жизнью, и боевым путем, и с подвигами Амитхана Султана, и знакомим с послевоенной испытательской деятельностью его. И он же, Амитхан Султан, он легендарный летчик, но он же такой же человек, как и мы. И, конечно же, о его человеческих качествах, о его любви к детям, потому что вот София Кассе, она, например, говорила о том, как он очень любил детей, и даже дети, которые с ним жили в одном доме, у него же была «Волга» своя, он сажал этих детей, и грязных, и чумазых, вывозил, катал их, а потом заводил в дом и угощал их, очень любил детей. Поэтому мы рассказываем о нем как и о простом человеке, и как о выдающемся летчике. И дети, конечно, с большим интересом слушают рассказ о нашем герое, и когда потом мы спрашиваем у них, кем бы вы хотели стать, конечно, многие из них говорят похожими на Амитхана Султана. Наверное, летчиками. Вы еще сказали, что будут открываться выставки в музее, да? Вот ориентировочно, когда?
Ну, конечно, у нас выставка будет ко Дню Победы, обязательно, это мы каждый год показываем. И, конечно же, в музее Амитхана Султана вот к 23 февраля, ко Дню защитника Отчизны, также откроется выставка «Профессия Родину защищать». И я вот сказала, работает выставка «Качинцы, соратники Амитхана Султана». Эта выставка, она будет тоже дополняться, потому что мы находим новые имена выпускников Качинского училища. И, например, конечно, расскажите ну, например, вот в прошлом году это была интересная поездка в Подмосковье, в Бужарово. Там бужаровцами, поисковиками из Бужарова были найдены интересные архивные документы, благодаря которым они нашли людей, которые также были причастны к авиации. Это, например, Кудус Минзаде. Это наш крымчанин тоже, и мы вот с родственниками этого летчика, который до последнего дня считался без вести пропавшим, наконец-то вот благодаря поисковикам его имя как бы восстановлено, и даже бужаровцы поставили памятник ему и его штурману Брызгачеву. Вот. Очень интересно прошло мероприятие. И, конечно же, таких неизвестные имена, которые были затеряны в те годы, на сегодняшний день, благодаря поисковой работе, поисковикам нашим удается найти. И те люди, которые без вести пропали, о них тоже мы узнаем правду. Проходят десятки лет, но все-таки правда находит свое место. Нурия Ханум, мы знаем, что в Крыму увековечена память Амитхана Султана. Вот расскажите, какие объекты на сегодняшний день носят его имя? Конечно, в Крыму увековечена его память. В Симферополе, например, площадь имени Амитхана Султана, аэроклуб имени Амитхана Султана, школа в Алупке имени Амитхана Султана, улицы многие названы именем Амитхана Султана. Но я думаю, что еще будут объекты, которые будут носить имена наших героев. Насколько вы считаете важным именно вот такой процесс увековечивания памяти? Я считаю, что это необходимо, потому что увековечение это каждый раз напоминает о подвигах этих людей, об их неоценимом вкладе. И то, что сегодня мы живем под мирным небом, это заслуга их. Нурия Ханум, вот как вы считаете, почему вот подвиг нашего героя Амитхана Султана это пример мужества, наверное, для всех поколений? Подвиг Амитхана Султана, в каком смысле подвиг Амитхана Султана? Имя Амитхана Султана? Да, имя Амитхана Султана, и его подвиг во имя Родины. Во имя Родины же все это было делано. Это любовь к Родине, это, как вам сказать, защита своей Родины от непрошенных врагов этих. И благодаря таким людям, которые бесстрашные, храбрые, мудрые, мужественные, наши границы охраняются. И я думаю, что имя Амитхана Султана, образ этого человека, он должен служить примером для нашего подрастающего поколения, чтобы они также любили Родину, были беззаветно преданы ей и также защищали. Да. Нурия Ханум, давайте мы еще немного поговорим о музее. Хотелось бы вкратце расскажите, пожалуйста, какие планы музея на 2020 год? Какие задачи? Я хочу отметить то, что у нас в конце декабря 2019 года случилось знаменательное событие. Наш музей отметил свое 20-летие. И, конечно же, намечен ряд мероприятий в этом году по поводу нашей юбилейной даты. И на сегодняшний день в музее работают выставки, на которых представлены часть всего лишь наших фондовых коллекций, уникальных экспонатов. Это у нас 2 зала, и, конечно же, в 2 залах, в одном из них представлена выставка декоративно-прикладного искусства, а другая будет презентоваться у нас в феврале месяце. Это выставка изобразительного искусства нашего музея. И, конечно же, есть разделы, которые посвящены деятельности научных сотрудников музея и деятельности, выставочной деятельности нашего музея. Те, кто придут в музей, я думаю, они получат массу удовольствия от увиденного и от услышанного. Поэтому я хочу пригласить всех в наш музей, чтобы они
своими глазами увидели то, что музей на сегодняшний день собрал, и то, что изучил, и то, что сегодня показывает, это и материальное, и духовное наследие нашего народа. Вы сказали, что есть экспозиции, которые демонстрируют деятельность научных сотрудников, Да, правильно? да, Вот там расскажите об этом подробнее. Ну, там представлены фотографии это сотрудников, которые работают уже в течение 20 лет, преданно служат и популяризируют деятельность музея нашего. Ну, моменты там определенной работы, например, выездные какие-то лекции, выездные выставки, проведение различных познавательных мероприятий, образовательных, мастер-классов. Потом представлены фотографии мероприятий, на которых были такие почетные гости наши. Ну, я говорю, фотографий очень много, но мы показываем всего лишь часть тех уникальных фотографий, которые рассказывают об истории нашего музея. Нурия Ханум, ну вот исходя из вашего опыта, да, на ваш взгляд, вот какие именно экспозиции какой тематики вызывают наибольший интерес у посетителей? У посетителей наибольший интерес вызывают выставки все-таки предметов прикладного искусства. То, что можно воочию ювелирное, да, ювелирное искусство, вышивки, ткачество. Вот мы так заметили, что это вызывает наибольший интерес. К нам даже приезжают туристы, говорят, вот мы приехали с целью посмотреть на ваше ювелирное искусство, на изящную вышивку, на узорное ткачество. И, конечно же, мы по возможности им все показываем, рассказываем. И у нас есть книга отзывов, где очень много благодарностей в адрес сотрудников музея. Нурия Ханум, у нас потихоньку программа подходит к концу. Что можете пожелать нашим телезрителям? Нашим телезрителям я бы пожелала, самое главное, здоровья, конечно, и чтобы приходили в наш музей, потому что наш музей работает именно для наших горожан, наших гостей. В нашем для всех крымчан. Да, наши двери всегда открыты для наших гостей. Милости просим, добро пожаловать. Çok sağ olunuz Nuriye Hanım. Bütün işlerinizde Allah kolay getirsin. Bugün stüdyamızga kelip böyle açık suhbet geçirgeniz için de çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Sağ olun sizde. Урметлі сeyirciler, мен әсі хатырлатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Қырым-Татар Медени тарихи асабалық музейінің мудир муавины Нурия Гемеджи oldu. Ve böylelikle programımız sonuna geldi. Gelecek efirlerge kadar görüşkence sağlıklı kalınız.